Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Список объектов культурного наследия пополнился. Под охрану государства взяты здания Обыйской Спасской церкви 1906 года постройки, аллея памяти в местности Багарах, здание Западно-Кангаласского Алексеевского народного училища и другие. Какая работа проведена для этого и о проекте «Сохраним памятники». Гость студии сегодня Николай Макаров, руководитель Департамента Якутии по охране объектов культурного наследия. Николай Афанасьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Сколько на сегодня насчитывается памятников объектов культурного наследия? До вчерашнего дня насчитывалось 1852. И, как вы уже отметили, вчера был подписан приказ руководителя департамента о том, что дополнительно мы берем под охрану еще 5 объектов. У Салтанском улусе, Намском улусе, Хангаласском улусе. Их стало больше, уже 1857. Но нужно учитывать, что мы берем под охрану еще и выявленные объекты культурного наследия. Главным образом это памятники археологии, то есть по закону, если где-то найдена древняя стоянка человека, мы берем под охрану. Но потом его можем вывести, если будут проведены раскопки. Так что постоянно где-то когда-то уменьшается, когда-то увеличивается, но последние годы стабильно, очень активно увеличиваем количество памятников. По каким характеристикам можно отнести к таким объектам то или иное здание? С какого времени можно считать здание памятниками? Главный критерий тут историческая и культурная ценность. То есть мы на сегодня активно изучаем для взятия под охрану памятники архитектуры, потому что на сегодня они являются наиболее уязвимыми. Если их теряем по тем или иным причинам, пожар главным образом, где-то сносят, чтобы построить новые здания, мы их теряем навсегда. Поэтому мы берем на сегодня и учитываем те объекты, которые имеют архитектурную ценность. А потом идут уже памятники монументального искусства. По отличию от памятников архитектуры, их можно восстановить, потому что они относительно недавнего периода. Главным образом, самые старые — это периоды Отечественной войны, памятники гражданской войны и так далее. При желании их можно восстановить. И с прошлого года уже мы взялись за священные сакральные места. По понятным причинам это антропологическое активное воздействие. Соответственно, если мы теряем священное место, то больше никогда не сможем его восстановить. Вот такие критерии у нас. А какие памятники в регионе в последнее время не только получили статус памятника культурного наследия, но и отреставрированы, тем самым получили вторую жизнь? Это и есть реализация проекта «Сохраним памятники»? С 2019 года всего за счет федеральных средств, за счет республиканских средств и за счет привлеченных средств патриотов, энтузиастов, то есть «Сохраним памятники», мы восстановили 38 памятников. Но их еще больше, потому что в прошлом году и позапрошлом году очень активно мы восстанавливали памятники Великой Отечественной войны, а именно 144 памятника Великой Отечественной войны. Но мы учитываем 38, они были восстановлены под контролем Департамента охраны культурного наследия. И это, на наш взгляд, довольно активно идет восстановление, потому что нужно учитывать до 2019 года. Точка подсчета мы тут считаем 29 августа 2019 года, потому что в этот день именно мы открыли в селе Черкёх Татьевского мельницу-топчанку, восстановленную на средства Четы Николаев, Асена Сергеевича и Людмила Валерьевна, потому что считается, что в течение 13 лет до этого ни один памятник архитектуры не был восстановлен. Так что с того периода мы посчитываем активный этап восстановительных работ. Расскажите подробнее о проекте «Сохраним памятники». Все ли удалось выполнить за прошлый год? Проект памятники «Сохраним памятники» был начат в 2019 году. Именно 5 мая глава республики Асен Сергеевич Николаев объявил о начале проекта «Сохраним памятники». И вот, как я уже сказал, 29 августа он показательно, как пример, восстановил один памятник, один из выдающихся памятников архитектуры нашей республики, мельница-топчанка. Об этом писалось, говорилось много. С этого времени очень активно идет восстановительная работа. Пока 35. Мы рассчитывали, что закончим. Проект «Сохраним памятники» был рассчитан на столетие якутской автономии. 100 лет уже на подходе, а желающих все еще много. В этом году мы планируем восстановить 4 памятника. И притом это не небольшие памятники, а памятники архитектуры.
гораздо сложнее, которых нужно восстанавливать, и они обходятся гораздо дороже. И есть задумки, что сохраним памятники могут быть продолжены на неопределенный срок. Думаем над этим. Ну, то есть вы сказали, 35 объектов-то уже восстановили, и 4 планируете восстановить в этом году, и этот проект, возможно, продолжится в дальнейшем. А что будет влиять на то, чтобы продолжить этот проект? Желающие. Пока появляются желающие, когда люди к нам обращаются, и Департамент охраны культурного наследия, и Общество охраны памятников первого ПИК, мы будем продолжать данный проект. В этом году сколько вы планируете включить в реестр памятников, объектов культуры, новых объектов? 5 объектов уже включили. Мы планируем включить в качестве сакральных мест Чочор-Маран и местность Абыдай, Жокшолонского наследия Татинского улуса, и порядка 7 объектов дополнительно планируем. Но нужно понять, что взятие под охрану хоть одного памятника архитектуры или даже сакрального места — это очень сложный, долгий и дорогой процесс. Мы над этим работаем в течение примерно 2 лет. Это проводится экспертиза, топография, кадастровый учет, границу определяем. И самое большое то, что эксперты работают в архивах, изучают, поднимают. И это занимает довольно-таки длительный процесс. И то, что я говорю, 7 объектов в этом году включим, это еще не точно. Может быть, еще больше, может быть, меньше. Но в среднем мы 7 планируем. Ну вот расскажите о каком-нибудь из этих объектов, может быть, о котором знают многие жители Якутии или жители столицы нашей республики. Может, какой-то есть объект, который находится в черте города, новый объект, которого вы хотите приравнять к памятникам архитектуры? Сейчас, вот прямо вчера мы проводили совещание, как мы будем брать под охрану Чочор-Маран. Одно из любимых мест якутян. Все признают, что это наше одно из самых примечательных в историческом плане достопримечательностей, и одно из самых красивых мест, точек города Якутска, долина Туймада. Все знают его историческую ценность, и для того, чтобы мы взять под охрану, должны изучить, в каких границах ее взять. Эта гора находится на территории ботанического сада города Якутска. Соответственно, мы вклинимся в территорию лесного фонда. Еще там есть варианты поставить там определенный монумент или памятник, посвященный тому или иному событию или священному действию. Соответственно, мы должны изучить, прежде чем брать под охрану, как нам стоит провести работу, чтобы потом не мешать развитию данной территории. Обычно, когда мы говорим, что нужно взять под охрану, люди подразумевает запрет посещения этого места. Ни в коем случае. Мы почему берем под охрану? Потому что люди постоянно там ходили и наслаждались данной территорией, чтобы никто его частную собственность не превратил и не построил там, допустим, какой-то объект, частный дом. Такие варианты тоже есть. И примеры тоже есть. И когда мы проведем всю эту работу, когда проведем экспертизу, когда определимся с собственником данной территории, когда определимся о концепции дальнейшего развития данной территории, мы возьмемся за данный объект. Ну а вообще с какими трудностями сталкиваются специалисты департамента при оформлении зданий и других объектов, как памятник культурного наследия? Самое главное — это экспертиза. То есть департамент не может взять и смотреть, допустим, даже руководитель департамента, я не могу собственноручно оформить тот или иной объект, какой бы исторической ценностью он не обладал. Мы работаем по заявительному характеру, то есть к нам должно поступить пакет документов. Заявление, проведенная экспертиза и со всеми сопутствующими требованиями документами. И этим должен кто-то заниматься, экспертиза. А как я уже говорил, экспертиза — это очень трудоемко и, соответственно, требует определенных расходов. То есть должен быть человек или юридическая организация или муниципалитет, который будет оплачивать все эти расходы. Допустим, в прошлом году мы взяли после 2 лет работы местность Атбыран в Хангаласском улусе, село Кемсы, и мы работали года 2. И в течение 2 лет на все документы мы потратили определенную сумму средств в пределах, если не ошибаюсь, 100 тысяч. И, соответственно, вот эти расходы должен кто-то понести. Мы, департамент, для того, чтобы стимулировать, берем часть расходов, допустим, 5 объектов, которые вчера были подписаны, экспертиза их не была оплачена главным образом
со стороны департамента, и один объект был оплачен управлением культуры у Салданского улуса. Вот таким образом мы видим работу. Но что включает в себя экспертиза? Допустим, стоит объект. Таких проблемных объектов много. Допустим, есть такой объект, как дом Семена Петровича Барашкова и Алексея Елисеевича Кулаковского, микрорайона Селекционный, город Покровск. И все признают, что это исторический объект, это архитектура старая. И все знают то, что в этом доме Алексей Елисеевич Кулаковский, работая в селе Качкас, написал такие работы, как «Дары Баяная», «Письмо якутской интеллигенции» и другие свои выдающиеся работы. Но до настоящего времени мы не нашли архивной справки, подтверждающие все это. То есть мало того, что должен быть миф, мало того, что должна быть память человеческая, должны быть еще документы. Или есть такой объект, как дом Кёк Катерины в Тандинском наследии у Салданского улуса. Кёк Катерина — это знаменитая возлюбленная героя, национального героя Манчары. И этот объект — прекрасный объект с прекрасной архитектурой, с исторической ценностью, но нет подтверждающих документов, что этот дом того периода, и там жил Кёк Катерина. А документы — это что? Это или архивные справки, или воспоминания наших предков, или какие-то исторические справки краеведов и так далее. Их не оказалось. Соответственно, у нас появляются сложности. Как доказать, что Кёк Катерина или Семен Петрович Барашков там жили? Вот такие моменты и экспертиза должна решить. То есть экспертиза должна решать, что данный объект имеет историческую ценность, и его нужно охранять. Все-таки одной из основных проблем остается финансирование. Расскажите, как финансируется реставрационная работа? Мы используем несколько уровней финансирования. Как я уже сказал, последние 3 года мы активно работаем с федеральными программами. Порядка 99 миллионов за 3 года нами уже привлечены и отреставрированы 3 объекта. Мы привлекаем республиканские средства, особенно в год культурного наследия. В текущем году предусмотрены довольно-таки солидные суммы из республиканского бюджета. А до этого шли как софинансирование федеральным программам. Муниципалитет активно финансирует. Главным образом, позапрошлом году муниципалитеты восстанавливали памятники Великой Отечественной войны, как я уже сказал, 144. Именно они восстанавливали его. И очень активно влаживаются отдельные патриоты, инвесторы, энтузиасты. Николай Афанасьевич, спасибо, что пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем вам дальнейших успехов в вашей работе. Спасибо. Вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.